Я как говорил, у меня имеется скриншот из Википедии различных имен нардских героев. Вот смотрите, вот такая табличка. Сослан, осетинская. Как это имя звучит на адыгском? Сосрако. Ну, это на адыгском, кабардинском. Абхазская, абазинская. Сосрыква. Ингушская. Сеска, сос. Ну, давайте, вот тут различные имена имеются, но я хотел бы в первую очередь коснуться такого интересного имени, как Уархак. Этого имени в этом списке нет, но оно представляет для нас очень такой хороший интерес. Вот давайте вот зачитаю за это имя. Также описано Абаевым в другой его работе «Избранные труды», которая была издана в 1990 году. Вот давайте зачитаем. Начало нартов. Согласно вариантам, записанным от лучших сказителей, родоначальником нартов был Уархак. У него было два сына-близнеца – Ахшар и Ахшартак. Однажды, преследуя чудесную птицу, братья оказались в подводном царстве. Птица обернулась красавицей Дзерасой, дочерью владыки вод Домбетра. Ахшартак женится на Дзерасе. По пути домой Ахшартак нечаянно или из ревности убивает своего брата, а затем кончает собой. Беременная Дзераса вернулась в подводное царство к отцу и в урочное время родила двух близнецов – Урузмага и Хамыца. Когда братья подросли, они разыскали своего дедушку Уархага и женили его на своей матери Дзерасе. Так было положено начало могущественному нартовскому роду Ахсартаговых – Ахшартакката. В статье «Опыт сравнительного анализа легенд о происхождении нартов и римлян» мы пытались показать, что в основе сказания о Ахсаре и Ахсартаге лежит тотемический миф о происхождении племени от волка, совершенно аналогичный легенде о Рамуле и Реме. По первому впечатлению, в осетинском сказании нет ничего тотемического, только мотив близнецов и мотив братоубийства сближают нартовскую легенду с италийской. Чисто фольклорный анализ вряд ли и вскрыл бы когда-нибудь действительный характер сказания об Уархаге и его сыновьях. Но тут на помощь фольклористике пришла лингвистика. Трудно вообще указать две другие науки, сотрудничество которых было бы так плодотворно и необходимо. Лингвистический анализ позволил установить, что имя родоначальника нартов Уархак есть не что иное, как старое осетинское слово, означающее «волк», древнеиранское «варка». Легенда о происхождении нартов вводится тем самым в круг распространенных тотемических мифов, характеризующих одну из самых ранних ступеней развития общества. В какую-то весьма отдаленную эпоху древнеосетинское общество имело тотемом волка, то есть считало волка своим родоначальником и было убеждено в особой интимной связи племени с этим хищным животным. Имя тотема обычно подпадает под действие табу, словесного запрета и вытесняется из обиходной речи. Этим объясняется, что слово «уархак» – «волк» в нарицательном значении уже не употребляется. Оно вытеснено заимствованным словом «бирах». Но эпос сохранил нам его как свидетельство о далеком минувшем, когда люди верили, что они могут происходить от зверей и птиц. Легенда об основании города Рима гласит: царевна Рея Сильвия, насильственно сделана весталкой своим дядей Амулием, овладевшим незаконно престолом, встретила как-то волка. Испугавшись, она укрылась в пещере. Здесь ей явился бог войны Марс, от которого она зачала и родила двух близнецов. Амулий, видя в мальчиках будущих претендентов на престол, велел бросить их в Тибр. Течение вынесло их на берег. Здесь их заметила волчица. Она облизала мальчиков и стала их кормить своим молоком. Царский пастух Фаустул забрел как-то в эти места, нашел мальчиков и принес их домой, к своей жене Акке Ларенции. Она их воспитала и дала им имена – Ромул и Рем. Когда они выросли и узнали о своем царском происхождении, они свергли насильника Амулия,
а сами основали новый город Рим. Когда были возведены городские стены, между братьями возникла ссора. Рем был убит, и Ромул остался царствовать в новом городе. Произошло это по преданию в 753 году до нашей эры. Дошедшая до нас редакция легенды о Ромуле и Реме относится к эпохе, когда тотемические воззрения уже перестали быть живыми, когда люди не верили уже, что они могут происходить от животных. Отсюда известная рационализация старой, чисто тотемической легенды, стремление сделать ее более правдоподобной. Отцом Ромула и Рема выступает уже не волк, а антропоморфный Марс. Но из-за фигуры Марса еще отчетливо выглядывает его зооморфный предшественник. Он удержался в образе волка, который пугает Рею Сильвию, и волчицы, которая выкармливает близнецов. Тотемическая подоплека легенды стоит вне всякого сомнения. Разъяснение имени родоначальника нартов Уархага Волка освещает как молния яркий параллелизм между осетинской и италийской легендой, то есть индоевропейской, этой латинской. Мотив родоначальника Волка близничный, близнецы. Близничный мотив, связь близнецов с водной стихией, мотив братоубийства – таковы черты близости обеих легенд. Такая близость имеет, возможно, не только типологический, но и исторический смысл. Она может восходить к тем далеким временам, когда предки латинян и скифы контактировали на рубеже Средней и Восточной Европы. Об этих контактах свидетельствует ряд лексических схождений. Осетинская «рампак» – моль, латинская «румпо» – рвать, осетинская «мушталек», латинская «мустела» – ласка, животное, осетинская «амонен», латинская «монере» – наставлять, осетинская «уаргон», курт алла уаргон, латинская «волканус», бог-кузнец и другие. В данной связи стоит отметить еще один любопытный факт. Археолог Нигматов при раскопках на территории Таджикистана во дворце древних правителей Шахристана, носивших, кстати, аланское наименование Афшин, обнаружил фреску с изображением волчицы, кормящей двух младенцев, изображением которой всегда считалось символом города Рима. Как объяснить такое совпадение? О прямых контактах Древнего Рима с Таджикистаном ничего не известно. Напрашивается мысль о каких-то народах-посредниках. Такими посредниками могли быть скифо-сарматские племена, которые на западе общались с европейскими народами, а на востоке с народами Средней Азии, и которые сами знали легенду о близнецах, детях волка. Волк играет особую роль в фольклоре многих народов. У мигрелов, у грузин, эпонимный герой зовется Герия, что представляет точную кальку осетинского уархак. Гери по-мигрийски значит волк, а суффикс «а» по употреблению тождествен осетинскому «ак» в уархак. В Хевсуретии на вершине горы Ахьели хевсуры показывают вам могилу своего предка, Магела, то есть волка. Цитата, «У этой могилы, называемой Барука, ежегодно справляется трапеза в честь этого предка, куда поднимаются жители всего Охотского ущелья». Бардавелидзе. Опыт социалистического изучения хевсурских верований. Страница 38. Чеченцы так поют о своем происхождении. Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица. Первоначально это звучало, несомненно, иначе. Мы родились от волчицы. Мигрелы, хевсуры, чеченцы, как видим, осетины, со всех сторон были окружены волчьими тотемами. От волчицы ведут свое происхождение анатолийские турки. По монгольским преданиям, род Чингисхана произошел от пегого волка. Волк – любимое тотемное животное североамериканских индейцев. Даже до них дошло, да. Индейцы, в принципе, тоже
когда-то обитали не на территории Северной Америки, а, как ученые говорят, они раньше населяли Сибирь. И там вот какой-то был мост, ледниковый, что ли, не знаю. Вот. И через этот мост индейцы перешли в Северную Америку. Вот. Далее. Яркие следы тотемического культа волка сохранились почти у всех европейских народов. Аполлоний Родосский сообщает, что афиняне особо чтили волка, и каждый убивший его должен был приготовить все для его погребения. Культ волка был засвидетельствован также в Дельфах. Название славянского племени лютичей означает, собственно, волки. О скифском племени невров Геродот сообщает, что они были чародеями. Каждый из них раз в год на несколько дней обращался в волка. Волк весьма популярен в германском эпосе. В Эдди Гуторм, готовясь к убийству Сигурда, питается волчьим и змеиным мясом. Гудруна, предупреждая своих братьев Гунара и Хёгни об опасности, послала им кольцо, обвитое волчьим волосом. Вой волка считается добрым предзнаменованием. При конце света волк Фенрир будет проводником верховному богу Одину. Волк фигурирует в большом числе собственных и фамильных имен европейских народов, что является несомненным пережитком тотемических представлений. В древнерусских памятниках несколько десятков лиц носят имя Волк. Сравнение также германские имена, содержащие элемент Вольф, Вульф, что означает волк, или древнегреческие, содержащие название волка Лукас. Имя римского бога-кузнеца Вулкан произошло от старого латинского названия волка Вулкус, точно так же, как имя осетинского бога-кузнеца Курдалагон из Курт ал-Уаргон содержит старое название волка Уарк. Кельты не сохранили общеиндоевропейское название волка, очевидно по той же причине, что и осетины. Волк играл у них тотемную роль, и его имя попало под табу. В осетинском фольклоре волк играет роль, подтверждающую его тотемическое культовое значение в прошлом. Один из нартовских героев, Сауай, подобно римским близнецам, выкармливается волками. Другой виднейший герой Сослан становится неуязвимым после того, как он выкупался в волчьем молоке. О дружбе между нартами и волками. Ну, давайте я вот здесь вот пояснение тоже сделаю. Вот именно какие параллели. Вот видите, Сослан становится неуязвимым после того, как он выкупался в волчьем молоке. Но здесь мы опять находим параллель в древнегреческих сказаниях, легендах. У древних греков был такой герой Ахиллес. Вот. Может быть, слышали такое выражение Ахиллесова пята. По преданию древних греков, его мать, она решила выкупать Ахиллеса в реке. Вот. Ну, то есть Ахиллес был маленький. Когда он был маленький, она вот решила это сделать. Ну, река это была священной, как бы, да, и считалось, что кто выкупается в ней, тот станет могучим телом. Вот. И когда мать Ахиллеса, тоже богиня какая-то, она купала его, она держала его за пятку. Вот. Соответственно, пятка Ахиллеса, она не погрузилась полностью в воду. И пятка стала у Ахиллеса уязвимым местом. Вот. И когда уже Ахиллес возмужал, стал воином, вот, Аполлон, тоже такой древнегреческий бог, он знал об этой особенности Ахиллеса, что тело у него сильно, а пятка у него уязвима. И он метнул копье в пятку Ахиллеса. Вот, и Ахиллес от кровопотери умер. Вот. То же самое мы находим и в осетинских нартских сказаниях, да. Курдалагон, по-моему, выкупал Сослана в молоке, ну, как бы сделал такую специальную ванну, налил туда молоко, и
Сослан погрузился вот в эту ванну, но ноги его остались, не погрузились в молоко. Ванна оказалась такая маленькая. Вот. И Сослан тоже, он стал таким могучим телом, да, но ноги у него стали уязвимы. Да. И уже когда Сослан тоже возмужал, он там совершал свои подвиги, и был такой вот колесо Балсага, то есть какое-то такое божество в виде колеса было. Он знал об этой особенности Сослана, что у него ноги слабые, и когда там Сослан спал, он переехал по его ногам, да, и Сослан тоже погиб от кровопотери. То есть, как бы здесь мы тоже явную такую параллель находим кавказских, нардских сказаний с древнегреческими. Так, давайте продолжим дальше. О дружбе между нартами и волками свидетельствует ряд сказаний. В одном из них умирающий Сослан предлагает волку напоследок полакомиться его мясом. Но волк благородно отказывается, вспоминая многочисленные благодеяния, которые оказал ему Сослан. Тогда Сослан благословляет волка, говоря: «Пусть у тебя будет отвага Сослана, когда ты нападешь на стадо, и застенчивость молодой невесты, когда ты уходишь от стада». В сказании о черной лисице повествуется о том, как волки дружески беседуют с Урузмагом, обращенным в собаку. Причем последний в одном случае даже помогает им опустошить стада своего хозяина. Волк считается грозой чертей и темных сил. В любопытной песне чертей, изданной в сборнике «Фольклор Юга Осетии», черти поют: «Берегитесь востроухого, никогда не смыкающего глаз», то есть волка. «Он истребил наше племя. Непобедимый витязь тот раз падает от руки своего врага Сослана, только потому, что его конь, взращенный чертями да лимонами, не выдерживает вида волчьих шкур, в который нарядился по наущению сатаны Сослан». Сатана, да, это не та сатана, которую многие думают. Это созвучно просто имя героини нартов. Известно, что одевание в шкуры тотемного животного имеет у тотемических народов обрядово-магическое значение. Переодевание Сослана – очевидный отзвук такого обряда. Тотемная роль волка оставила следы и в обычном праве осетин. Во время так называемых судебных испытаний, ордалий, одним из сильнейших средств обнаружить виновного было заставить его перешагнуть через зажженную сухую волчью жилу. В случае виновности тело его должно было, по убеждению осетин, искривиться. Если ко всему сказанному мы прибавим, что волки имеют в осетинском пантеоне свое особое божество – Тутыр, то предположение о тотемическом культе волка у осетин в прошлом и о тотемическом субстрате в легенде о происхождении нартов представляется достаточно обоснованным. То есть явную такую параллель находим с нардского эпоса с эпосами других индоевропейских народов. Хочу еще добавить от себя то, что об этой связи нардского эпоса и индоевропейских народов. Я вот помню, в конце 90-х был такой сериал «Одиссея» назывался. Вот. Это по мотивам поэмы Гомера, древнегреческого поэта, мифическое произведение об Одиссее, да, и его приключениях. Вот. Я не читал эту поэму Гомера. Вот этот фильм посмотрел 97-го года. Кончаловский, Егор Кончаловский был режиссером. Это американский сериал. Вот. И помню, там в одной из фильмов Одиссей связывается, разговаривает с богом воды, водной стихии. И звали этого бога Посейдон. Я на тот момент не придал этому значению. Потом уже спустя годы я вспомнил за этого древнегреческого бога и говорю: ведь Посейдон, там присутствует слово Дон. Дон на осетинском это вода, река, да, то есть повелитель вод.
И, ну, вот аналогично осетинскому Дон Беттер, да, то есть Дон Беттер у нас это тоже повелитель водной стихии. Вот, ну, как бы Дон, вообще Дон это иранское слово, ну, индо-иранское, точнее. Вот, как оно оказалось у греков, это божество с таким явным, так сказать, иранским именем. Но опять-таки это загадка. Ну, может даже и не загадка, это просто в очередной раз доказывает о той связи скифо-сарматских племен с древними греками. Ну вот, собственно, то, что я хотел зачитать об таком интересном персонаже нардского эпоса, как Уархак.